Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня мы вас познакомим с солисткой оркестровой группы нашего ансамбля Оксаной Шамиль. Оксана, у вас такая необычная фамилия. Расскажите про нее. Да, моя фамилия очень уникальная, можно сказать, единственная в мире. Очень символично, что мы начали наше интервью с этого места. В этом музее хранятся архивные документы моего дедушки. Мой дедушка Касым Шамиль, народный артист СССР. Свою деятельность начал еще с группы «Саяр» в начале 20 века. Долгое время работал в Академическом театре, был главным режиссером Астраханского театра. Также моя бабушка Эмма Гульсум Шамиль тоже была артисткой, играла мальчиков, травести. Вот. И очень долгое время проработала в ДК строителей, и под ее руководство очень много вышло знаменитых актеров. У них было 3 дочери. Самая младшая – моя мама, Сумбуль Шамиль. Вот. Они все 3 не выбрали профессию творческую. Они были инженерами. Я одна являюсь продолжателем этой театральной творческой династии. Еще маленькой, 6 лет, меня отдали в среднюю специальную музыкальную школу в подгруппу. Мне очень нравилась музыка, мне очень нравилось. У нас дома стояла фортепиано. Мне очень нравилось подбегать к нему, что-то там, набирать какие-то мелодии. Хочу еще сказать, что мой дедушка, хотя несмотря на то, что не получил никакого музыкального образования, но он приобрел в свое время скрипку и сам научился на ней играть. Вот. Когда я поступила в подгруппу музыкальной школы, мне очень нравилась эта среда, мне нравилось вот то, что у меня эти единомышленники, которым нравится тоже эта музыка. Но, к сожалению, я не смогла поступить в 1 класс, потому что набор на класс фортепиано и скрипачей был переполнен. И директор вызвал мою маму и сказал: нам нравится эта девочка, но, к сожалению, у нас тут проблемы с местами. Единственное, что мы можем предложить, это пойти на духовой инструмент. Я пришла домой и сказала: нет, я хочу остаться в этой школе, мне все равно, на чем я буду играть, лишь бы это была эта школа. Вот так я поступила в среднюю специальную музыкальную школу при консерватории по классу духовой инструмент. Начала играть на блокфлейте. Вот. А потом, когда стал выбор инструмента, мой педагог Гелязов Рафаэль Яковлевич, он сам был кларнетистом, всю жизнь работал в симфоническом оркестре.
играл на кларнете. Он мне предложил, сказал: ты знаешь, девочек не так много, которые играют на кларнете. В то время действительно очень было их мало. Вот, и я согласилась, сказала: да, почему нет? Мне интересно, мне это интересный инструмент, мне интересно его звучание, я хочу попробовать. Вот так я начала играть на кларнете. С какого возраста получается? Лет 10 мне было. То есть после блокфлейты я перешла на кларнет. Я знаю, что вы еще на саксофоне играете. Да, саксофон я уже освоила намного позже, когда уже начала работать в государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан. Я сама приобрела его, мне интересно было освоить его. Они, конечно, родственные инструменты с кларнетом, но все равно вот это другое звукоизвлечение, другие приемы. Мне очень интересно было это, поэтому я его приобрела и осваиваю до сих пор. А получается, на кларнете сразу можно научиться играть, да? Или нужно с курая начать, или что-нибудь полегче? Но дело в том, что они считаются взрослые инструменты, кларнет, саксофон, и маленький ребенок не всегда может по силу своего развития сразу играть на нем. Вот, поэтому или ждут, пока ребенок подрастет, или начинают с таких простых инструментов, как курай или блокфлейта. А потом переходит на взрослые инструменты. А как вы попали в ансамбль? В ансамбль я попала тоже, можно сказать, очень случайно. Когда я училась в консерватории на 2-м курсе, время было достаточно тяжелое, как бы такое безденежье, и я начала искать работу. И случайно пришла в консерваторию и увидела, висело объявление, что требуется государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан музыканты. Среди них как раз был инструмент кларнет. Так получилось, что в 1995 году я пришла в ансамбль к Рашиду Шакуровичу Мустафину. Он посмотрел на меня, спросил, у кого я учусь. Я сказала, что я учусь у Гельфанова Альберта Ильмхановича. Он сказал: все понятно, даже прослушать тебя не буду, я тебя беру. Вот так и попала быстро в ансамбль. Я слышала, что игра на духовых инструментах считается вредным для здоровья. Да, мы даже, духовики, выходим на пенсию пораньше. У нас как бы льготная пенсия, мы отрабатываем 25 лет и выходим на пенсию. Но считается, что у нас немножко, так же, как у вокалистов, другой объем легких, и она считается вредной профессией. Даже говорят, что игра на духовых инструментах приравнивается работе в шахте. Вот. И поэтому у нас вредная профессия. Реально так тяжело, что ли, играть? Ну, да, у нас же как бы легкие другие, объем другого легких. А ваши дети продолжат вашу творческую династию? Не знаю, к счастью или к несчастью, но мои дети пока не выбрали профессию музыкантов, наверное, уже не выберут. Старший сын, конечно, закончил музыкальную школу по классу гитары, но сейчас учится в КАИ. Младший сын пока еще учится в школе, но я думаю, что он тоже не станет музыкантом, у него такое более спортивное направление. Как мама, я понимаю, что каждый ребенок – это индивидуальность, и каждый ребенок должен сам выбирать свой жизненный путь. Мы не имеем права навязывать. Кем хотят они, тем и станут. Тогда будем ждать внуков, правнуков, может, они продолжат вашу творческую династию. Да, я надеюсь, что будет так. В оркестре многие музыканты работают на 2 работах, а вы тоже преподаете? Да, я тоже преподаю, мне это очень нравится. Я работаю в музыкальной школе номер 11, веду тоже духовые инструменты, кларнет, саксофон. Мне очень нравится работать с детишками, смотреть, как они развиваются, как у них что-то получается. И когда вырастает из них что-то очень такое интересное, стоящее, у меня прямо
переполняет гордость за них. Мои ученики участвуют на различных конкурсах, занимают почетные места. Среди моих учеников даже есть студент консерватории, который закончил в прошлом году. Так что я очень горжусь своими учениками, очень люблю их. Какие у вас планы на будущее? Планы очень большие. Заниматься творчеством, учить своих любимых детишек, работать и еще раз работать. Мы пошли работать. До свидания.